Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как на прямой дороге с ограничением скорости столкнулись сразу 3 автомобиля. Я не в состоянии немножко, неадекватный, я понять не могу ничего. 18-летняя девушка пострадала в результате аварии на мосту «Миллениум». Ларгуса здесь вообще нет, который подрезал, он уехал. Что толкнуло водителя на опасный маневр? Покажем, как в Казани ездят пассажирские автобусы и как полицейские вычислили целую цепочку сбытчиков наркотиков. Это и не только. Прямо сейчас. Серьезная авария произошла сегодня на перекрестке улиц Чистопольская и Бичурина в Казани. Там столкнулись 2 иномарки – Hyundai Solaris и Chevrolet Lanos. Удар был такой силы, что у Chevrolet правый бок оказался глубоко внутри салона, колеса вывернуло, а у Hyundai отсутствует передняя часть. Салават Мухаммадуллин спросил у очевидцев, как все произошло. Оттуда едет, а этот хотел тут, проскочить, как обычно уж. Я проскочу, а он мне говорит, у меня проскочишь. Вот так произошедшее объясняет один из очевидцев аварии. Александр Антонов рассказывает, что дорога рядом с Татнефть-ареной убирает почти каждый день. И аварии на этом месте уже не удивляют. Говорит, что сегодня девушка за рулем Hyundai Solaris двигалась по Чистопольской, как вдруг перед ней со стороны Бичурина появился Chevrolet Lanos с номерами с Оренбургской области. Этот перед ней хотел проехать, она его в бок вон стукнула. Ну кто-то на красный запрещающий проехал? Нет, у обоих зеленый был. Но он думал, проскочу, как обычно у нас. Удар пришелся в заднюю правую дверь «Шевроле». В автомобиле никто не пострадал. «Хюндай» же от удара практически лишился передней части. От травм девушку уберегла сработавшая подушка безопасности. Сами водители в состоянии стресса отказались общаться в присутствии видеокамеры. Скорая помощь приезжала, пожарные приезжали, они полили тут. Скорой помощи, может, укольчик сделали от стресса и все. Оба автомобиля покинули место аварии с помощью эвакуатора. Теперь выяснить истинные причины аварии и кто же проехал на красный предстоит сотрудникам автоинспекции. Салават Мухаммадуллин, Сергей Хайдаров, Азат Самигуллин, «Вызов 112». А на улице Достоевского на дороге с односторонним движением и ограничением скорости в 40 км в час столкнулись 3 автомобиля. У всех 3 значительные повреждения. И не все водители смогли рассказать свои версии произошедшего. Сергей Хайдаров попытался восстановить картину происшествия. Я не в состоянии немножко, неадекватный, я понять не могу ничего, я пока оглушен, сопор. Водитель Volkswagen Polo говорит, что из-за сильного удара практически ничего не помнит. Рассказать, как на прямой дороге с односторонним движением столкнулись сразу 3 автомобиля, он не смог. Все автомобили получили серьезные повреждения. После удара машина не только изрядно помяла, но и раскидала друг от друга на несколько метров. Водитель внедорожника помнит каждое мгновение до и после столкновения. Говорит, причиной всему торопливые и неосторожные действия водителя Volkswagen. Вот, например, мы вдвоем едем, он с первого класса, а я еду с 3-го класса. И он вот так вот резко хотел сюда припарковаться, вот сюда. Ну, я его вот прямо, я ехал, и его ударил, получается, в бочинку. Мы его развернули, и вот так он зацепил. После столкновения легковушку отбросила на едущую рядом «Ладу Калина», которая в свою очередь потеряла управление и остановилась, только врезавшись в забор. Водитель ленд-крузера уверяет, что избежать аварии не мог. Говорит, правил не нарушал, двигался со скоростью 40 км в час. Но вес автомобиля и инерция сделали свое дело. Теперь определить виновного предстоит сотрудникам ГИБДД. Сергей Хайдаров, Азат Самигуллин, «Вызов 112». А на мосту «Миллениум» «Лада» 14-й модели на полном ходу врезалась в «Рено». Водитель иномарки рассказал, что машина сломалась и двигался он медленно. Как вдруг в него сзади с другой полосы влетает «Лада». Водитель последний этих слов не опровергает, но добавил, что на такой маневр его вынудили. Альбина Минибаева узнала, кто. Ларгуса здесь вообще нет, который подрезал, он уехал. Знакомый водителя «Лады» 14-й модели убежден, что его друг стал жертвой чужого лихачества на дороге. Мужчина пояснил, что его товарищ направлялся в общем потоке машин по мосту «Миллениум» в сторону центра. Как вдруг его ряд прямо перед капотом резко перестроилась «Лада Ларгус». Именно этот маневр и заставил водителя 14-й вывернуть со своей полосы, чтобы избежать столкновения. И в эту секунду он врезался в «Рено». Я ехал по автобусной полосе, потому что у меня машина чуть-чуть неправильно работала, очень медленно. В какой-то миг я просто почувствовал удар сзади. Походу парнишка решил объехать.
какую-то пробку, может, и резко выскочил на мой ряд. Водитель иномарки, подрезавший «Ладу», машины не видел. Был обеспокоен состоянием своего автомобиля. Говорят, рад, что в момент аварии был пристегнут ремнем безопасности. Убежден, что именно он спас его от возможных травм. Удар был сильный. Помощь медиков понадобилась пассажирке отечественного авто. В моей машине нет пострадавших. Ну, вот, в этой машине была девушка, она уже уехала на скорой помощи. Но особых таких сильных травм у нее нету. Что-то такое говорил, как будто там машина слева его поджимала, и ему пришлось на мою полосу выйти. Ну, как все было, я на самом деле тоже не знаю, остается только догадываться, как на самом деле все произошло. Самостоятельно покинуть место аварии автомобиля не смогли, их увез эвакуатор. Альбина Минибаева, Динар Камалова, Константин Бушуев, вызов 112. В сети появилось видео с видеорегистратора одного из автомобилей, на котором зафиксировано серьезное нарушение правил дорожного движения водителем автобуса в центре города. Общественный транспорт ехал по встречной полосе. Сколько он двигался таким образом, неясно, но на перекрестке улиц Московская и Межлаука у колхозного рынка автобус уперся во встречные автомобили, стоящие на светофоре. Пустили ли его обратно в свой ряд, осталось за кадром. Угнанную в Казани машину задержали в Буинском районе Татарстана. 17 июля два молодых человека вызвали такси к одному из ресторанов на улице Софиуллина. Подъехавшему 41-летнему водителю автомобиля «Джили М. Грант» молодые люди сказали ехать на улицу Завойского. В пути молодые люди не раз меняли адреса. И на 8-м километре автодороги Казань-Ульяновск, угрожая физическим насилием, забрали автомобиль и скрылись в направлении Буинска. Мужчина сразу заявил об угоне. Спустя 40 минут инспекторы нашли мужчину возле одного из кафе на 103-м километре трассы. На заднем сиденье автомобиля находился пассажир. В это же время из помещения кафе вышел и второй подозреваемый. Двух мужчин 29 и 30 лет задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейский из Набережных Челнов спас жизнь тонувшему ребенку. Инцидент произошел на городском пляже Автограда у реки Меликеска. Полицейский кинолог патрульно-постовой службы Виктор Пшениснов отдыхал на пляже вместе с супругой. В какой-то момент он обратил внимание на крики купающихся подростков. Увидев, что кто-то из ребят начал тонуть, полицейский попросил жену вызвать скорую помощь, а сам бросился в воду спасать мальчика. К этому времени, несмотря на быстрые действия сотрудника полиции, подросток уже ушел под воду. Спустя несколько минут Виктор Пшениснов обнаружил 16-летнего мальчика на дне реки. Сейчас за жизнь пострадавшего борются в Камском детском медицинском центре. Мальчика вытащили без дыхания и пульс не ощупывался, поэтому реанимацию производили долгое время, около 15-20 минут, до прибытия скорой медицинской помощи. После оказания медицинской помощи у мальчика начал прощупываться пульс и появилось дыхание. Тело 16-летнего школьника с признаками удушения нашли в Альметьевске в одном из заброшенных домов в садоводческом обществе. По предварительной версии, тело пролежало не менее 2 дней. Молодой человек ушел из дома в субботу, 15 июля, и пропал. После чего в соцсетях появились записи с просьбой помочь в поисках. Сейчас выясняются все подробности этого происшествия. Больше 150 граммов наркотиков изъято и 5 человек задержаны. Такой результат проведенных мероприятий по выявлению участников преступной цепочки сотрудниками наркоконтроля Бугульминского района. Рамиль Шайдулин выяснил детали. Первым сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Бугульмы. Мужчина имел непогашенную судимость и при этом работал в одном из автоцентров города. В кармане его спецодежды полицейские и обнаружили 3 свертка с темным комкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, содержимое гашиш. Вес наркотика составил 3 грамма. Мужчина пояснил, что приобрел наркотики у своего знакомого для личного потребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. В тот же день оперативникам удалось задержать и предполагаемого продавца. 33-летний неработающий бугульминец подозревается в поставках наркотических средств. При обыске в его квартире было обнаружено несколько свертков с наркотиками весом в 75 граммов. Кроме этого, полицейские выявили и клиентов наркодельца. Был задержан 44-летний покупатель, у которого изъято 75 грамм наркотика. В результате
фронте в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств». В ходе дальнейших оперативных действий сотрудники полиции задержали еще 2 жителей Бугульмы. У 33-летнего мужчины изъято по 1 грамму гашиша и марихуаны, а второй успел употребить приобретенный наркотик. В результате они были привлечены к административной ответственности. Рамиль Шайдуллин, Сергей Хайдаров, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.